Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова Карина Захарова, таролог. Сегодня мы с вами погадаем на Таро Ворон, на очень интересную тему. В этом году влюбитесь ли вы в кого-нибудь? Влюбится ли кто-нибудь в вас? И будет ли у вас в этом году взаимная любовь? То есть это такое небольшое гадание, но очень емкое, потому что вроде как 3 вопроса, да, но они полностью раскроют, насколько у вас большой потенциал в этом году для развития личной жизни и насколько вы будете гармоничны в личной жизни, не совершать никаких ошибок, да, а идти по правильному пути. Если же путь будет у вас не такой, какой вы себе загадываете, хороший, там, правильный, да, то вы сразу же можете исправить свои какие-то недочеты и ошибки в личной жизни и не вставать на кривую дорожку, как говорят. Итак, первая карта покажет, в каком вы сейчас состоянии находитесь в личной жизни. Естественно, это расклад скорее для одиноких, чем для тех, кто в паре, потому что вопрос, да, влюбитесь ли вы, влюбятся ли в вас, и будет ли у вас взаимная любовь. Такой интересный расклад. Итак, ваше текущее состояние в личной жизни. А то, может быть, вы еще чего-то там из прошлого не отпустили, да? Или у вас какие-то программы есть. Сразу все увидим. Так, 1, 2, 3. Принит, аметист, цитрин. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, наш зелененький камушек принят. И первая карта, как у вас сейчас в личной жизни, вот как вы себя ощущаете, вы Луна. Вы знаете, Луна показывает, что у человека полно каких-то страхов по поводу личных отношений. Может быть, вы поэтому ощущаете душевную пустоту или тьму в душе, страх неизвестного, страх строить личные отношения, комплексы. Могут быть даже какие-то психологические очень сильные травмы по этой карте. Но также человек бывает сенсор, да, то есть вы буквально кожей ощущаете какие-то чувства, эмоции других людей, как эмпат. И вам сложно из-за этого строить свою личную жизнь. Луна показывает также перепутанные день и ночь, то есть человек больше ночью бодрствует, чем днем. Это очень мешает строить отношения. И зависимости. То есть, может быть, вы в кого-то ужасно влюблены, не понимаете почему, так сильно зависимы от этого человека, бредите им, но это не взаимно, да, или взаимно, но вы не вместе. Хорошо, давайте посмотрим. В этом году влюбитесь ли вы? Просто возьмете по-настоящему и влюбитесь, да? Будет ли такое? Вышла карта 9 кубков, которая показывает, что вроде как 9, да, что человек все-таки имеет программу одиночества, и Луна у нас, делим 18 на 2, будет 9. Но у вас будут очень сильные чувства. То есть несмотря на вашу программу одиночества, в этом году вы влюбитесь, но это будет как эйфория от любви. И, скорее всего, если честно, да, непонятно, насколько это правда, насколько это реальная любовь. Чувство нереальной любви, чувство страсти, вожделения по этой карте всегда. Желание схватить человека и не отпускать, обнять и зарыться в него. Что-то такое. Облака, птицы, мечты о ком-то, да. Очень сильная такая влюбленность, любовь, но
Она такая, как нереальная какая-то, да? Влюбится ли кто-то в вас? Ой, какой огонь горит. У кого-то к вам будет любовный пожар, но как будто коса нашла на камень. Тут у нас 5 жезлов. Вот как, знаете, вот есть даже песня такая «Нашла коса на камень». Вот она меня сразу запела в голове, не знаю почему. Вы знаете, это как любовь, но битва. Любовная битва. Пламя свечи было под контролем, а потом она упала и разгорелся пожар, понимаете? То есть человек как будто вот он его не сразу шандарахнет, а сначала он будет свои чувства к вам и свою страсть держать вообще под контролем, а потом это все просто вот вспыхнет. Но это такая всепоглощающая любовь, она может вполне выглядеть запретной. То есть человек может быть, допустим, не свободен или сейчас не мочь поддерживать отношения и бороться с собой и со своей страстью по отношению к вам. Но это будет действительно жгучие отношения, жгучая любовь. У вас эйфория, у него пожар. И понимаете, как интересно, он сгорает вот в этой любви, да, его сжигает прямо. Он и без вас не может, а с вами ему тоже трудно. Он как будто с вами тоже борется, понимаете? Будет ли любовь ваша взаимной, потому что могут эти быть два разных человека. Вы в кого-то влюбитесь, а кто-то страсть пылает, да, к вам. Взаимно ли это, да, звезда? Это вот взаимно. Это вот вы оба одинаковые. Ну как, это одни люди. Вы в эйфории от этого человека, а он в пожаре от вас. В огне страсти вот сгорает. Звезда говорит о нереальной, вот именно как нереальная любовь, понимаете, любовь с восхищением, любовь взаимная, но с человеком, как будто которого вы не знаете. Знаете, вот бывает такое, что вы друг друга как будто выдумали сначала. Вот эта эйфория, вот эта страсть, она сжигает реальность, понимаете? Вы друг с другом потом познакомитесь, конечно, но сначала это будет вот такое ощущение, что вы друг друга именно придумали друг другу какие-то качества, характера, там, личности вы приписали. Но у вас будет что-то невероятное в этом году. То есть карты выпали такие, что у вас что-то будет именно невероятное. То есть такие жгучие, яркие впечатления, чувства, какая-то такая вот любовь, да, как, ну, в книгах вот пишут, допустим, или в фильмах снимают. Ну, вот такая интересная первая позиция, да. И очень такая загадочная позиция и странная. Перейдем к позиции номер 2. Как вы помните, аметист и расклад, да? Влюбитесь ли вы в этом году, влюбятся ли в вас в этом году, и будет ли у вас взаимная любовь в этом году, да? Первая карта, как вы себя сейчас в личной жизни ощущаете? Ну, больше всего на этом раскладе гадают как бы одиноки, да? 9 пентаклей. Ну, это роза, с одной стороны, да? Это как бы человек раскрывается все равно для того, чтобы любить. С другой стороны, вы одиноки. В душе однозначно у вас есть программа одиночества. Возможно, вы даже ориентированы на духовность, на развитие духовности, на то, чтобы быть ближе к Богу, да, вот, на то, чтобы слушать свое высшее я, себя, там, свою душу, читать больше, развиваться. С другой стороны, вы, возможно, не имеете материальных проблем, или они у вас не такие острые. Но больше всего эта карта показывает, что вы хотите любви, вы готовы как бы раскрыться любви, но сейчас вы действительно, скорее всего, ни с кем. Или чувствуете себя, даже если вы в паре вдруг, но чувствуете себя одиночкой. Как будто бы это не ваше место, как бы, да? Вы как отгораживаетесь от других людей. Хорошо, давайте посмотрим. Вот вы умный такой человек, развитый, духовно развитый, мудрый, скорее всего, да? Давайте посмотрим, вот влюбитесь ли вы в этом году. 2 пентаклей. Ну, вы знаете, опять у нас розы пошли, да? С одной стороны. С другой стороны, тут 2 розы. Была 1 роза, стало 2, понимаете?
2 бутона. Они еще не раскрылись, но они есть. Поэтому зачатки чувств однозначно с кому-то будут, там и внутренние небольшие сомнения, но вы похожи. То есть вы будете испытывать привязанность, чувства к человеку, с которым вы похожи, в чем-то похожи, да, что вы как 2 сапога пара, как 2 розы, да, 2 бутона, еще не раскрывшиеся, но готовых раскрыться. А влюбится ли кто-то в вас в этом году? Маг. Вы знаете, вы будете кому-то ужасно интересны. Человек будет испытывать к вам привязанность, он будет считать, что вы не просто так встретились, ваши линии судьбы, жизни сплетены. Он считать будет вашу встречу кармической, с многообещающими в будущем отношениями, но человек к вам будет очень привязан, относиться с симпатией, и у него будет к вам сильное влечение, интерес. Сказать, что это сразу в миг вспыхнувшая любовь не могу, но человек вас рассматривать будет для серьезных отношений. Будет ли у вас в этом году взаимная любовь? А вдруг это 2 разных человека, да? Правосудие. У вас в этом году будут какие-то серьезные отношения. Вот, и, скорее всего, ну, я больше всего склоняюсь к тому, что это вот один человек, вам нравится он, вы нравитесь ему, и у вас серьезные отношения, идущие, скорее всего, к браку, или отношения все-таки по судьбе, ну, как говорят, кармические, да? Когда люди в прошлых жизнях тоже встречались, уже как-то узнают друг друга, как будто вот встречаешь человека, а ты его уже знаешь. Вот. И это всегда кармические отношения, когда вы уже где-то встречались действительно в других телах, так скажем. Душа одна, а тел много. Вот. И правосудие показывает, что в этом году вы идете в серьезные отношения, а в будущем в брак. Поэтому присматривайтесь, вы испытываете симпатию, вы испытываете там влечение серьезное, да, такое. Человек вам близок по духу, он на вас похож. Вот. То есть это все вот и показывает, что да, люди в будущем рассматривают для серьезных отношений. Если быстро вспыхнули, могут быстро погаснуть. Здесь уже как-то более все вдумчиво. Поэтому ждите в этом году серьезности в личной жизни, серьезного шага от себя. Ну вот такая позиция номер 2. Третья позиция — цитрин. Повторю тему нашего гадания на Таро. Ворон. Влюбитесь ли вы в этом году? Влюбятся ли в вас в этом году? И будет ли у вас взаимная любовь в этом году? И первая карта: а как вы себя сейчас ощущаете в личной жизни? Отшельник. А у нас что-то 9 прям пошли, да? Вот заметьте, когда гадают одиночки больше, или там люди, ну, которые не чувствуют близости ни с кем, появляются 9. Вот тут отшельник 9, старший аркан. А вы одиночка, отшельник, но у вас могут быть программы одиночества. То есть одно дело, в прошлой позиции 9 пентаклей была. Я вижу, что есть программа одиночества, но не такие сильные. У вас мощные. У вас могут быть обеты, клятвы одиночества, передаваемые по роду, или в прошлых жизнях вы давали эти клятвы. Клятвы монашества, например, одиночество в связи с травмами. И это уже серьезней. Понимаете? Серьезней. У вас может быть печать одиночества. Но также вы можете быть человеком, который идет по пути духовного развития, и ему с собой самим комфортно. То есть одиночество может вас не пугать или не сильно напрягать. Но люди хотят быть все-таки иногда и с кем-то, да. Вы можете быть очень такой интроверт, но мудрый человек, спокойный. Или просто вот глубокое одиночество такое, которое иногда даже очень сильно напрягает. Такое тоже может по этой карте все равно быть. Хорошо, давайте посмотрим в этом году, влюбитесь вы или нет. Колесо фортуны. Все очень резко изменится, вот так могу сказать. И вы можете наткнуться на
как исполнение своей судьбы, да. Допустим, знакомство по судьбе, отношения какие-то судьбоносные, резко поворачивается все, изменяется. По этой карте могу сказать, что вы можете резко и неожиданно для себя влюбиться. Вот. Также колесо фортуны показывает часто, что у человека не может быть одинакового состояния всю его жизнь. Ну, то есть когда-то его должна посещать любовь. Или там, ну, его сознание должно как меняться, да, или там испытывать те иные эмоции, 3, 5, 10 чувства, да. И период как будто вашего одиночества подходит к концу. Вы переходите как в следующую фазу вашей жизни, понимаете? Чтобы быть не одному, наоборот, или не одной. Давайте посмотрим, а влюбится ли в вас кто-нибудь. 9 жезлов. Да, но этот человек тоже одиночка. Совсем такой же одиночка, как и вы. Он очень не хочет ни в кого влюбляться и очень защищает свое личное пространство от других людей. Он может не сразу принять свои чувства, заинтересоваться вами, влюбиться, но не сразу принять это, а может очень даже отрицать, мучиться, переживать из-за этого. Это, мол, не входило в мои планы, или я не могу, или мучиться даже страхами и комплексами по поводу этого. Давайте посмотрим, будет ли у вас в этом году взаимная любовь. Потому что это могут быть два разных вообще случая человека. 6 кубков, да. Вы знаете, все-таки это вы испытываете чувство внезапное к этому человеку, он тоже внезапный, но к вам. Он горит, но мучается от пожара внутри. И он будет вас отрицать, но любовь у вас будет взаимная. И вам нужно будет время. Время для того, чтобы соединить эти отношения. Вы, как говорится, в своей жизни легких путей не ищете. Вы встретите свою судьбу, вы будете испытывать друг другу чувства, но это нелегко. Вот нелегко и все тут. Каждому из вас трудно менять свою жизнь. Вы оба с похожими программами одиночества. Вам трудно расставаться со своей зоной, может быть, комфорта или просто со своим привычным укладом жизни. Даже если это плохой какой-то и неудобный уклад. Может быть, привычки, которые, знаете, вот типа там, ну, задрав ноги, пить пиво вечером, или читать книгу, или там играть в компьютер, что угодно. Может один не терпеть у этого, у другого, второй с болью отпускать, или не хотеть это отпустить, или мириться с привычками друг друга. То есть тут как-то много работы над этим. Но все-таки все устаканится со временем. Просто я не могу сказать и обещать, что в этом году вы объединитесь в эту пару, а скорее чувства, да. Но сразу, что вот в раз и прям отношения, брак, наверное, нужно время. Ну, вот такая вот интересная 3-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!